станьте чуточку добрей и человечней в своей душе, как в алтаре. Зажгите свечи. Ничто не вечно под луной, никто не вечен. Над сумасшедшей тишиной зажгите свечи и станьте чуточку добрей и человечней в своей душе, как в алтаре. Наша молодежь и молодежь, вообще жители нашего полуострова, чтобы знали историю депортации. И чтобы это чудовище никогда не повторилось. Чтобы у нас на полуострове всегда было ясное небо, тепло, чтобы было в душе, и чтобы мы друг друга понимали, уважали и ценили. Вся та боль, которая прошла сквозь сердца бабушек, дедушек, моих родителей, конечно же, она отдается отголоском и в нас, теперь современных детях, скажем так. Мне, в общем-то, не выпали те тяготы и те перипетии, которые пострадали наши. Я родилась в 68 году и захватила, в общем-то, и прожила там мало, потом переехали родители. Но всегда, сначала это, конечно, было запретная тема, то есть говорилось очень тихо, никогда не афишировалось. Сейчас мы можем сказать открыто, что такое горе было. И теперь мы просто не имеем права об этом молчать, для того, чтобы этого больше никогда не повторилось. Скажи, пожалуйста, вот бабушка тебе рассказывает о депортации? Ну, практически каждый год, когда наступает этот день, она каждый раз мне это рассказывает. И да, эта память мне уже останется навсегда. Κοιμήσου εσύ αστέρι μου κι εγώ θα με κοντά σου. Κοιμήσου εσύ και άνοιξε στα όνειρα πανιά. Την τύχη σου δεν άφησα ποτέ της να κοιμάται. Να σε έχει από κοντά. Κοιμήσου, κοιμήσου και πάρε με στον ύπνο σου μαζί σου. Κοιμήσου, Страшно вообще подумать, что такое вообще теоретически могло происходить. Но такое происходило по огромной территории Советского Союза, в деревне Хатынь, допустим, в Беларуси. Таких деревень было сотни. Забывать нельзя. Старики, женщины, дети уничтожены за то, что оказывали помощь партизанам,
сопротивлялись оккупантам. То есть, в общем, делали то, что положено делать гражданам Родины. На секунду почувствовать и представить себе, вот перенестись 70 лет назад, это жуткая, страшная трагедия. Гибнут люди, крики, мольбы о помощи бесполезны. Все они погибли, но вот спасибо тем, кто помнит. Забывать такое нельзя. Спасибо за то, что это делается. И всем крымчанам хочется пожелать, конечно, светлого неба над головой, мирного, счастливого будущего, потому что трагедии иногда повторяются, вот чтобы в нашей жизни этого не было. Желаю. Испокон веков, тысячелетиями наш народ стоял у истоков православия, никогда не был завоевателем. Ярким примером к тому Крымская война, где наш народ героически сражался совместно со всеми народами, проживающими у нас в Крыму. Мы всегда защищали именно те рубежи, где мы проживаем. И у всех народов есть свои герои. И ярким примером стала трагедия Шахмурзет, Клиновка. И самая трагическая судьба была деревня Лаки. Гитлеровцы сожгли эту деревню, сравняв ее с землей. Я хочу обратиться ко всем, чтобы никогда память об этих людях, об этой деревне, и никогда она не стиралась и всегда была в наших сердцах. И мы могли бы подражать своим предкам. Они оставили нам хорошую культуру, богатое наследие, чтобы мы могли передать нашим потомкам, нашим детям, и внукам и правнукам. А всем крымчанам я желаю мира, согласия, благополучия, чтобы таких трагических дней ни в одной нации, ни в одном народе никогда не было. Я бы хотел сказать, что эта трагическая дата, полностью деревня была уничтожена фашистами, значит, она в нашей памяти, и я думаю, памяти всего народа греческого и крымского, она не стерется никогда. Родственникам, уже внукам, наверное, детям, кто остались с этой деревни, выразить им соболезнования, пожелать им здоровья. Я думаю, что они и мы тоже никогда не будем забывать об этой дате и будем отмечать, как вот сегодня мы совершили в Свято-Успенском монастыре здесь литургию, пришли люди, соболезновали. Я думаю, что мы ежегодно будем отмечать эту дату скорбную. И я надеюсь, что со временем деревня Лаки, она возродится. Πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα, αυτού που τη ζωή στην Χρυσανατολή είδαμε κάποια μέρα ηλιόχαρη. Νοσταλγικά η σκέψη μας γυρνά στα κρογιαλά σου τα χρυσά, που το ευξήνου γλαυκό γλυκά φιλεί το κύμα, στα ημερά σου τα βουνά τα ελατοσπαρμένα, όπου της άνοιξης φυσά το μυροβόλα γέρι, αυτού που αφήσαμε τα σπίτια μας, την προκοπή μας, την καρδιά μας, το μόχθο μας και τη χαρά μας. Ω εσείς χορταριασμένοι τάφοι των προγόνων, αυτού γυρνάει η σκέψη μας συχνά κι είναι παράπονο ο πόνος μας που κλάμα γίνεται σε κάθε μας τραγούδι. Πατρίδα, αγαπημένα κι άγια χώματα. Χαρά στον Έλληνα που Έλληνο ξεχνά και στο Σικάγο μέσα ζει στη λευτεριά. Εκείνος που δεν ξέρει και δεν αγαπά σαν πως θες κι εσύ καημένη, και στην Αθήνα μέσα ζει στη ξενιτιά.
Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασταίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου χωράς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι. Πατρίδα είναι η καρδιά, Οδυσσέα γίνα κοντά μου, που τα για χώματα της πόνος και χαρά. Καθένας είναι ένας που σύνορο πονά, και εγώ είμαι ένας κανένας που σας έδιανα. Αχ, Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ, γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασταίνω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα θα στο πω πριν λαλήσεις πετεινό, 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.